Этот способ борьбы с борщевиком предложили усть-кулумские активисты в конце июля. По словам девушек, достаточно срезать зонтики с семенами. Затем растение-паразит погибнет само. Главное – цветки сжечь. Оно цветет один-единственный раз в жизни. То есть вот смотрите, вот это растение, оно сейчас цветет, оно плодоносит. Это означает, что лет 3-7 назад семя попало в землю. За это время борщевик рос, набирал корневую и зеленую массу. И в этом году оно набрало достаточную корневую и зеленую массу для того, чтобы обеспечить цветение и плодоношение. Далее это растение отдаст свои семена и погибнет само, без всякого вмешательства человека. Погибнет и надземная часть, и подземная часть. А у Виталия Гудкова, агронома из Вологодской области, есть свои фишки. Вовнутрь стебля залить бензин, солярку или даже уксус, сжечь паразита под корень. Можно еще накрыть темным материалом. Без доступа света борщевик теряет жизнеспособность. Еще есть вот такой способ. Вот я видел в одном из районов фермер, у него есть овцы, он огораживает вот такую территорию и запускает туда овец. Они выкладывают борщевик до земли, и после этого он уже не растет. То есть все листочки у него за 2-3 года полностью борщевик уходит. Всевозможные способы борьбы с борщевиком люди стали придумывать со времени, когда Гераклиум, так красиво когда-то римский ученый Плиний назвал это гигантское растение цветущими зонтами, начал отвоевывать у человека все больше и больше территорий. Распространение колоссальное. Один куст способен дать до 20 тысяч семян. Поэтому в этой войне победа пока не на стороне людей. Одно дело бороться с борщевиком у себя на участке, где 2-3 росточка, но когда ядовитый паразит занимает огромные площади, приходится обращаться к радикальным мерам. Муниципалитеты пытаются регулярно скашивать, если есть средства в бюджете. Если нет, то растению раздолье. Поэтому Минсельхоз разработала республиканскую программу на 4 года. Теперь борьба с борщевиком будет вестись планомерно во всех районах, где распространяется эта зараза. На нашей территории действует филиал ФГБУ Россельхозцентра России, которая в принципе может осуществлять выезд на места, оценку распространения, плотности произрастания и подготавливать письменные рекомендации муниципальным властям по наиболее эффективному построению мер борьбы с борщевиком Сосновского, у нас и также участвовать в составлении актов выполненных работ, фиксации эффективности проведенных на территории мероприятий. Сегодня профильное ведомство ищет источники финансирования, потому как процесс достаточно дорогой. Только на 2021 год потребуется порядка 47 миллионов. Но все понимают, медлить нельзя. Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба, объезжая районы региона, уже оценил масштабы поражения. Программу в целом одобрил, за исключением одного метода. Нам не хочется все-таки применять химию, потому что химия – это очень опасная история для пчел. Пчелы ведь собирают мед, в том числе и даже с этого вредного растения, ядовитого, и при этом мед-то хороший. Он немножко с горчинкой, но тем не менее он абсолютно качественный экологический мед. Так вот, если начинать травить его, ну то есть применять химию для того, чтобы борщевик погибал, то тогда будут погибать и пчелы, а это недопустимо. В целом по республике сегодня пчеловодством занимаются 23 хозяйства. Пасечник Дмитрий Капецкий с главой полностью согласен, потому как борщевик занесен в российский реестр медоносов. Вспоминает, как в прошлом году аж в 30 регионах страны прошел настоящий пчелиный мор. Среди причин специалисты называют обработку полей сельхозкультур пестицидами и борьбу с борщевиком при помощи гербицидов. В частности, вот про рапс тоже, что вот я точно знаю, что в Соединенных Штатах Америки рапс уже обрабатывают под корень. То есть не распыляют на сами цветки, а обрабатывают под корень для уничтожения вредных насекомых. И поэтому там пчелы свободно летают на рапс, все это пыльцу и нектар собирают. У нас пока еще опыляют поверхностно, поэтому как бы это тоже отрицательно сказывается на пчелах. И пчелы, вот летная пчела, которая летает и собирает мед, она погибает. В Сыктывкаре любителей пчел порядка 20. В основном мини-пасеки они организуют на своих дачных участках. В мэрии об этом знают. И когда планируют химическую обработку борщевика, выбирают удаленные от садовых обществ участки. А как известно, пчелы от улей могут улетать до 2 километров.
По борьбе с борщевиком на территории города Ставкара, естественно, территории предварительно все вносятся в реестр. Вот. Основные территории, которые берутся в работу, это вдоль улиц, вдоль школ, детских садов, это социальных учреждений и так далее. Территории, где у нас находятся садоводческие товарищества, мы стараемся не обрабатывать химией. Там у нас идет вдоль дорог кошение. Свободные участки также в основном мы делаем кошение. В рамках республиканской программы по борьбе с борщевиком упор будет сделан тоже на кошение. Это раз в 3 недели. На одной и той же площади придется работать 3 года как минимум, говорят специалисты. Первые результаты можно будет оценить только на 4-й год. Главная задача – остановить распространение заразы. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, Павел Фетисов, телеканал Юрган.